Приветствуем вас на канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по важным вопросам с интересными и знающими свое дело людьми. Делаем мы это для того, друзья, чтобы самим лучше разобраться и вам помочь понять, что происходит вокруг нас, почему и как к этому можно относиться. Профессия журналиста относится к категории профессии с риском. А знаем ли мы, общество, о тех рисках и о цене информации? Мы с Еленой Карамет решили пригласить сегодня в нашу студию не одного, а сразу двух гостей. Они отважные люди, работают вместе, рискуют жизнью. Да, рискуют, потому что их репортажи посвящены войне в Украине, пропаганде в Молдове и событиям в Гагаузии. Они фиксируют реальность там, где ее пытаются исказить. Мы поговорим, конечно, о страхе, об ответственности, о цензуре и правде, и о том, что остается за кадром. Это «Единомышленники», и мы начинаем. Но перед этим попросим вас, друзья, подписаться на наш канал, ставьте лайки нашим дискуссиям, если они вам нравятся. Ну и предложите друзьям подписаться. Тогда наша аудитория будет шире, а значит, единомышленников будет больше в Молдове. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии нашего проекта авторы документального проекта «Дороги войны», журналисты Виорика Татару и Андрей Коптаренко. Виорика Татару – выпускница Академии искусств по специальности теле- и кинорежиссура. По окончании учебы работала волонтером на Кураж ТВ, а затем работала журналистом газеты «Зиарол Дигарде». Премию Тудора Ященко за достоинство и мужество, присуждаемая Ассоциацией независимой прессы Молдовы, получила за журналистские материалы о правах человека и коррупции. В 2019 году за авторский проект «Камера Оман» на телеканале ТВ8 получила звание «Журналист года-2019». При поддержке Центра независимой журналистики реализовала документальный проект «Женщина из села. Грузия, Виси, Молдова». Журналистская карьера Андрея Коптаренко началась в 1990 году на национальном телевидении Молдовы. С 2004 года работал на телеканалах Про ТВ, Антенна 3 и Digi24 в Румынии. В 2008 году стал участником проекта «România te iubesc», удостоенной престижной премии Эмми. Андрей Коптаренко был в эпицентре событий, оказавших влияние на ход истории, таких как террористический акт в театре «Нордост Москва», Евромайдан в Киеве, аннексия Крыма, боевые действия на Донбассе, кризис сирийских беженцев и другие. Виорика и Андрей запустили цикл документальных фильмов «По ту сторону Днестра», за которые они были названы «Журналистами года-2021» и номинированы на престижную премию «Адами». В 2023 году в свет вышел их новый проект «Дорога войны» – документальный фильм о войне в Украине. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. У нас сегодня титулованные журналисты. Очень интересно и очень приятно, когда коллеги делают и рассказывают нам про то, что мы знаем. Потому что у нас времени нет, знаете, все это систематизировать. А мы сочли нужным об этом сказать, потому что, как мы сказали в начале, мы в эту студию хотим приглашать и стараемся приглашать людей, которые знают свое дело, могут рассказать людям о том, почему, что и как происходит. И вот сегодня два журналиста в нашей студии, и, безусловно, мы будем говорить о том опыте, который вы, как журналисты, видите и можете с ним поделиться здесь, в этой студии, своими гражданскими впечатлениями, мнениями о том, что видно вашей камере, вашим глазам, что вы чувствуете, потому что мы живем действительно в сложное время. Да, вообще человек в профессию приходит каждый своими путями. А как так получилось, что, например, вы, Вероника, выбрали журналистику и стали работать в зонах таких, вот зонах риска? Ну, начнем с того, что я училась на режиссер документального кино, документальных сериалов. В общем, в этом состоит моя профессия. Но я поняла, что это очень связано с журналистикой. Именно документировать, да, какой-то сюжет, это похоже или то же самое, что документировать журналистский сюжет, да, или материал. И когда я начала работать в Зиарол Дигарде, у меня не было очень много практики. Я знала видео, я знала монтаж, я больше в этой части разбиралась, да.
Но потом я научилась вот по ходу действий, как бы работая в редакции. Да, мне очень было интересно все, что происходит, было интересно. И я поняла, что журналистика – это не про то, что ты все знаешь, или ты уже знаешь многое, а про то, что тебе интересно узнать. Поэтому ты разговариваешь с людьми, поэтому ты ищешь ответы на вопросы. И для меня всегда было важно и до этого, и после этого уже, и сейчас осталось важно увидеть все своими глазами, чтобы понять. Никогда не доверяю слухам. Просто слышала что-то где-то и повторяю это. Никогда не позволила себе это. И попробовала каждый раз искать вот самой, где это происходит. Если я это увидела, если это так и есть на самом деле, тогда я могу про это рассказывать. То есть вот эти сценарные планы, нам их жизнь преподносит. То есть мы их не пишем, нам не пишут их, а мы просто внимательно оглядываемся вокруг себя. Но профессия учила Виорику и сценарий пишать, потому что кино и документалистика, да? Да, но когда ты учишься быть режиссером, ты понимаешь, что тебе нужна история, тебе нужен сценарий. А ее надо брать из жизни. Кто-то должен написать этот сценарий. А мы сегодня, как вы сказали, мы живем очень сложное время, но в то же время мы живем очень интересное время. И... Очень похожее на кино. Да. И даже иногда жизнь где-то интереснее, страшное кино, правда? Где-то да. страшное. Но иногда вот даже интереснее жизнь, чем написать нам что-то придумать. Да? Не надо ничего придумывать. Надо посмотреть жизнь. Нужно посмотреть реально, объективно, и все будет очень интересно. И есть очень интересно. Все, что происходит, для нас интересно. А как очень интересно мы говорили о начале, как журналистика пришла в жизнь Виорики, а как операторство вообще пришло к вам? С чего все началось и почему именно операторское дело стало делом вашей жизни? Объясню. Вы знаете, так случилось, что у меня даже есть в моем, мы сейчас говорим о изображении, о картинке, да. И вот в моем личном архиве есть моя первая фотография, которую я сделал в своей жизни. Это фотография моего отца, когда мне было всего лишь 5 лет. Отец проявлял всю ночь он проявлял фотографии, утром он сушил, я говорю я тоже там был, и он мне дал аппарат и говорит: сфотографируй меня. Я плохо помню я помню те ночи, которые я проводил с отцом в фотолаборатории, дома, в ванной. Я помню, я знаю, у меня есть тот кадр, который я ему сделал. И вот с этого, наверное, все началось. Я всегда увлекался фотографией. Это мне пришло от отца. И когда я уже стал взрослым достаточно, стал выбор профессии, чем я буду заниматься, так случилось, что я абсолютно случайно, ноги меня принесли на Молдову фильм. В тот момент, это был 89-й год, ничего не снималось, было сложное время. И таким образом мне порекомендовали, говорят: пойди на телевидение, может быть, там что-то для тебя найдется. И вот там для меня что-то нашлось. Я пришел с пачкой фотографий. И вот, в принципе, так началась так открылись для меня двери в этот удивительный мир телевидения. Я даже подумала о том, что вот с 90-х годов камера, она сопровождает вас везде, не так ли? И вот вы смотрите теперь на эту камеру как на инструмент, при помощи которого вы работаете. Это ваша защита или это где-то и даже опасность для вас? Нет, это инструмент. Это инструмент. Единственное, что как каждый позволю себе такую параллель провести, что есть инструментисты, которые играют на каких-либо инструментах, и кто-то может исполнить только полонез Огинского, потому что его многие учат в начале, да.
А есть музыканты, которые виртуозы, которые это самое. Я считаю, что мне всегда нравилась эта профессия. И я считаю, что я где-то научился, где-то каждый понимает, как можно использовать этот инструмент для того, чтобы передать свои эмоции, передать свои переживания, передать свои состояния, которые у тебя есть. И вот так случилось, что камера мне в этом очень помогает. Ну вот объединение камеры и, то есть микрофона, да, камеры и микрофона, имея в виду журналиста и оператора. Вот это рождение вашего тандема, оно случилось как и когда? Ну, я могу сказать, что до рождения этого тандема я тоже снимала, потому что мне это очень тоже интересно. И я всегда была согласна с тем, что журналист должен, и если может, снимать сам, да, и ставить вопросы, это уже преимущество, и редакции именно ищут людей, которые, да. Но потому что уже стало все мобильным, и это возможно. А вот я понимала, что это перспектива, да, и надо учиться и одному, и другому, и монтировать, поэтому мы сами делаем свои материалы. Вся команда — это мы двое. А я всегда в своей профессии, вот я всегда боролся с тем, что оператор это не просто профессия, которая тебя лимитирует, и ты исполняешь то, что тебе просит твой коллега, и ты как это самое. Нет, оператор — это абсолютно самостоятельная единица в производстве, в видеопродукции, новостей, потому что часто очень зависит от оператора именно. Получится новость, выйдет новость или нет, потому что очень часто новости формируются на основе каких-либо видеоряда, которые... И если оператор понимает, что он делает, если он не просто, если позволю себе такое, в моей карьере был такой человек, Валерий Иванович Ведрашко. Это очень такой, он многих людей научил этой профессии. И вот он говорил, есть операторы, которые снимают и думают, а есть съемщики, которые берут камеру, они просто снимают что-то вокруг себя. Какое слово съемщики? Да. И вот мы когда встретились с Виарикой, встретились мы, кстати, тоже на курсах, так сказать... Обучающих? Ну, скажем так, не обучающих, потому что никогда я себя не позволял себе вот этот статус, что я кого-то могу чему-то научить, но я абсолютно уверен, что я могу с кем-то поделиться своим опытом. И вот мы на одной такой встрече, когда начали с Верикой делиться опытом, она со мной, я понял, что мне как раз не хватает такого человека, как она. И я тоже поняла это. Потому что у меня всегда была вот эта вот тяга к... Потому что я всегда, когда я работал, допустим, с кем-то в группе, потому что в команде, да, потому что обычно так происходит, очень тяжело найти человека, который... Единомышленника, да. Только очень сложно. Какое хорошее название нашего проекта. Именно это и есть. И всегда либо я был чем-то недоволен своим коллегой, потому что как-то он делал это не так, как я это вижу, либо мой коллега просил от меня каких-то вещей, которые не совпадали с моим внутренним А тут мы с Верикой с первого момента, тем более, когда я увидел ее работы, я сказал, стоп, так это же... То, что я ищу. Давай. И мы вот так вот начали экспериментировать. Сломать стереотипы и сделать единую работу, да. У нас нету в команде, вот ты оператор, а я репортер, да. Мы всегда работаем вместе. То есть вопросы может задавать и Андрей? И Андрей может задавать, и я могу снимать. Мы можем поменяться ролями, мы монтируем, и он монтирует, и я монтирую. И мы всегда делаем, то есть меняемся ролями. Просто я намного комфортнее все-таки себя слушаю, когда я немножко подглядываю за происходящим. А Верика, у нас, у нее роль фронт-вумен, она, так сказать, я немножко сзади. Мне просто интереснее разговаривать с людьми, и спросить. Вероника, вы говорили о документировании вот в вашей работе в журналистике. Скажите, а сегодня, на ваш взгляд, что должна делать журналистика? Информировать, документировать, бороться с пропагандой? Чем она должна сегодня заниматься в Молдове? Ну, в общем, я не могу разделить вот эти три составляющие, да, потому что это целое, это нельзя документировать и не информировать после этого, да. Нельзя вот иметь вот эти
Клише? Нарратив или... Нет, нельзя бороться с пропагандой, не документировать и не информировать. То есть это единое целое, и нужно работать параллельно и в одну сторону, и в другую, и в третью. Потому что нельзя выбрать, что важнее из этих процессов. Но как стало ясно, сегодня информироваться люди выбирают из тысячи источников, откуда им информироваться. Да? И мы стали свидетелями того, что телевидение все меньше и меньше смотрят люди. И больше людей, которые пользуются различными девайсами, и доступ YouTube открыл, и социальные сети разные, открыл много возможностей тут же, сейчас же почерпать какую-то информацию. Вы работаете и делаете продукт и для YouTube, и для телевизионных каналов. Как вы думаете, сегодня люди все по-прежнему верят телевизору, условно говоря, да, как раньше, как 10 лет назад? Или как? Те люди, с которыми вы общаетесь, какие они вам говорят дают ответы? Отвечу вам так. Прежде всего, мы сами для себя хотим быть информированы. И для того, чтобы мы понимали, что происходит, мы не верим телевизору. Мы абсолютно категорически не верим телевизору. Поэтому мы, когда что-то происходит рядом с нами, либо вокруг нас, либо мы садимся в машину, мы берем камеру, мы туда едем. Мы хотим убедиться лично, мы хотим поговорить лично с людьми, мы хотим понять аргументы людей, которые выходят. Потому что чаще всего в наше время сегодня это какие-то народные, так скажем, народный гнев. Это, люди больше сейчас люди разделены, очень разделены. Это проблема нашего общества. Люди разделены, поэтому нам необходимо понять, информироваться для себя, что происходит. И мы едем. И чаще всего, если мы находимся в регионе, когда у вас когда Шор баламутил здесь людей, мы хотели понять, что происходит. Мы приезжали, и у нас был один-единственный вопрос. Мы когда приходили, объясните нам, пожалуйста, что вы здесь делаете, я сказал один вопрос, но имеется в виду комплекс вопросов. Что вы предлагаете, какие цели вы ставите перед собой. Вы имеете в виду протестующих? Протестующих, да. Мы для этого приезжаем. А также один из наших вопросов, откуда люди информируются, потому что поэтому можно создать себе картину. А что вам люди говорили на этот вопрос? Какой ответ был? Откуда они информируются? Чаще всего она говорит, приехали пропагандисты, мы чаще всего в подавляющем случае, если взять всю статистику наших архивов, поднять сейчас, то, наверное, 90% это не ответы на вопросы, а это просто, знаете, этот прием, когда ты вместо того, чтобы ты ответил на вопрос, ты начинаешь какие-то свои нарративы выкидывать, эмоции свои. Приехали пропагандисты, вы пропагандисты. А как вы к этому слову относитесь, пропагандисты? Прекрасно. Прекрасно. Это ирония? Это не ирония. Почему пропагандист? Давайте переведем слово пропагандист. Давайте. Что оно означает? Пропагандист – это человек, который проповедует. Хочу сказать, пропагандирует. Все слова хорошие, смотря как их использовать. Да, потому что мы ведь тоже пропагандируем здравый смысл, мы пропагандируем здравый подход к проблеме. То есть мы пропагандируем здоровые вещи, которые должны происходить в обществе. И, естественно, мы пропагандируем то, что нельзя обманывать, нельзя заниматься пропагандой лжи, пропагандой неправды. Это хоть и синоним. Как раз хотела сказать, что тогда вы пропагандисты, которые борются против пропаганды какой? Против агрессивной пропаганды, та пропаганда, которая промовирует агрессию, войну, насилие и все это. Тот, кто пропагандирует вред курения, ведь он не занимается чем-то плохим, он либо здоровый образ жизни. Это все я говорю к тому, что само слово пропагандист, оно не является каким-то интересную мысль вы сейчас таким клише, что но нас же называют пропагандистами, нет? Проевропейскими. Так вот, получается интересно, да, давайте раскроем чуточку больше, может быть. На самом деле слово пропагандист
Слово, которое с разных точек зрения может иметь разную смысловую нагрузку. Когда мы говорим пропагандировать свою страну, ценности своей страны, да, это тоже пропаганда, но она здоровая, как вы подметили. Абсолютно нормально. И мой вопрос сейчас к вам, как к журналистам, которые чаще всего работали здесь, в Гагаузии. Мы действительно, вы знаете, это мое личное мнение, я очень часто видела на протестах в Гагаузии вас, и меньше всего видела журналистов, которые потом выдавали какие-то свои материалы, вот такие же, да, личное общение с протестующими. И я думаю, что в Гагаузии сегодня те, которые смотрят нашу дискуссию, они вас узнают. И узнают в первую очередь те люди, которые были в числе тех протестующих людей. Которые... Ну, это хорошо, если нас узнают, потому что у нас нету какой-то злости на кого-то или мы наоборот. Эти люди, которые нас узнают, они должны понимать, да, что мы сюда разговариваем, мы всегда меняемся разными вот. Виорика, вы знаете, меня поразил ваш однажды ответ на одном из протестов. У нас нет этого видео, по-моему, но я думаю, что все его знают, и вы его тоже, конечно, знаете. Одна женщина в рамках одного протеста увидела вас, они шли колонной так по одной из улиц Камрата, увидела вас, сказала: а ты что здесь делаешь? То есть приехала и ваш ответ, сюда к нам. Да, приехала сюда к нам. Вот мне очень интересно, понятное дело, что вы не работаете на территории Гагаузии. Ваша работа и живете вы в Кишиневе. Вот эти вопросы, они на вас как действуют и как вы реагируете, и что это вас заставляет стопорить себя на какой-то момент? Или что происходит с вами, когда есть вот такое неприятие? А это таки было полное неприятие вас на том протесте как журналиста. Ну, мы понимаем, почему происходит такая реакция, потому что не нравится, всем не может понравиться то, что мы делаем, особенно тех, кто пропагандирует вот эту идею Шора или то, что он хочет внедрить вот, и хочет разделить нашу страну. И поэтому эта идея, что Гагаузия и Молдова разные, да, и мы находимся сейчас на территории Гагаузии, то есть не у нас дома. Вот эта идея, они повторяли очень много и до Шора, и Шор особенно. И поэтому я не почувствовала какую-то обиду или какую-то... Я просто понимаю, что вот людям так сказали, и они это так именно... Да, вы понимаете... Я даже не знаю, как сказать, к сожалению, но это факт. Вот эти вот протесты, которые были организованы так называемыми лидерами гагаузского сообщества, которое называет себя, потому что такие люди, как Михаил Влах, как Узун, они когда выходят на трибуну, они первое, что они говорят: мы гагаузы, у нас в Гагаузии, наша Гагаузия. Это все неправда. Или наш народ. Или наш народ. Меня лично это всегда возмущало, неправда. Что от имени народа говорят. И они когда выходят, это было неоднократно и много раз, они когда нас видят, они показывают пальцем на нас и говорят: вот приехали эти, вот они против нас, они изначально, против гагаузского народа. Это женщина, я уверен, что это женщина, которая увидела Виорику. Виорика, она даже не знает, ни что мы делаем. Потому что там журналисты и другие она местные. Она просто знает, что Михаил Влах показал пальцем на них и сказал, что вот приехали эти, нас здесь что-то. Именно они внушают людям. Вот это агрессия, которая навязывается. Это все лидеры делают, потому что люди сами по себе, люди, к сожалению, не все имеют возможность, не знаю, не у всех, возможно, есть такое образование, чтобы разбираться вот в этих вот коллизиях политических, в этих играх, которые... Ну и люди, которых приводили, можно сказать, приглашали, привозили за деньги на эти протесты, людей определенным образом, как нам кажется, подготавливали, конечно. Да. Как нужно выступать, против чего, какие месседжи надо говорить. Журналисты, которые приходят. Но самое интересное, что вот идет съемка вот этих вот митингов, да, там есть журналисты, есть там вы, есть и местные СМИ тоже. Но вот эти люди, которые ведут эти митинги, они же сразу ставят акценты и переносят восприятие свое на вас или на других журналистов, то, которое они хотели бы видеть. Они прекрасно знают, что ГРТ на тот момент вернется и сделает репортаж такой, какой они хотят увидеть. А вам просто нужно запретить делать вашу работу так, как вы ее хотите делать. Это очень интересные нюансы
которыми жила и, возможно, и живет сегодня Гагаузия. Чтобы знали, это не происходит только здесь, именно на Да, мы говорим только о Гагаузии Это сейчас. и в Кишиневе, да, это всегда на их митингах. Вот люди Шора, когда делают митинги, они всегда начинают именно с этого текста, да. Вот смотрите, пришли провластные СМИ, вы знаете, как себя вести с ними. Вот они всегда начинают именно с этого, чтобы люди с нами не хотели потом разговаривать, чтобы не хотели общаться, и чтобы у них в голове осталась эта мысль, что мы их не враги. Но мы помним такие материалы и ваши, и не только вас, как журналистов, когда протестующие первоначально, когда эти только начинались, такие большие крупные протесты, палатки вот эти развернутые, люди говорили, а потом им сказали не отвечать на вопросы журналистов. И эта установка настолько чувствовалась, что журналисты и ньюсмейкеры других изданий ТВ-8, они ходили и не могли найти человека, который ответит на их вопрос. То есть это была такая установка. Но, Оксана Федоровна, здесь очень важный момент, простите, пожалуйста. Дело в том, что люди неподготовленные могут сказать такие вещи, которые организаторы этих митингов не хотят, чтобы они озвучивались. И поэтому им сказали молчать. Поэтому и дается такая установка, что таким журналистам, вот этим журналистам вы не отвечаете. Они не наши. Потому что не те вопросы давайте тогда сделаем главный вывод. Да. И, в принципе, мы всегда руководствовались... То есть для чего мы сюда приезжали? Мы приезжали, чтобы задокументировать факт, чтобы узнать, информировать себя прежде всего, что происходит, и показать нашим зрителям, что происходит. И когда зритель видит, что, в принципе, давайте логически, происходит митинг. Что такое митинг? Митинг – это недовольство масс. Для чего они собираются на центральной площади города? Для того, чтобы изъявить свои какие-то желания, свои проблемы. Журналисты приходят именно для этого. Они дают возможность высказаться. И чтобы вот этот вот мессаж, который группа людей, которая собралась, чтобы этот мессаж ушел дальше в общество, вот мы являемся этим самым мостом. Каким мы можем быть мостом, если мы приходим к ним, а лидеры говорят, с этими не разговаривайте, потому что они все дело в том, как раз таки, что это месседж этих людей, о которых вы говорите. Это не месседж вот этих людей, которые здесь собрались. Вот в чем потому что мы поддерживаем людей, которые наши зрители, делают... Извини, Вика, чтобы я закончил. И наши зрители умные люди, то есть те, кто смотрят нас вдумчиво, те, кто понимает, они же это все видят, и мы делаем выводы каждый, мы понимаем, что лидеры, в принципе, ведут эти массы не тем путем, который люди понимают, они просто используют эту массу людей. А наша задача – это показать. Вы знаете, вот мы еще поговорим о журналистике и о ваших работах здесь, в нашей стране, но очень хочется сейчас, вот мы заинтриговали, не то что заинтриговали, но мы сказали вашей автобиографической сводке, вашей работы, мы сказали о том, что вы работали на линии фронта, и нам очень хочется сейчас переключиться на ваши репортажи, которые вы делали с Украины. И давайте поговорим о том, что ваши камеры, что вы увидели и как это все ощущается и смотрится не тогда, когда ты находишься у какого-то экрана, у какого-то там, неважно, информационного, телевизионного какого-то листа, а ты находишься в гуще тех событий. Вы подготовили, а мы покажем и нам, и нашим зрителям. Давайте вместе посмотрим и затем поведем разговор о том, как журналисты работают там, где линия фронта. Așa se aud rafalele de mitraliere. Ne aflăm la doar câțiva kilometri de linia frontului, regiunea Donetsk. Aici deja nu glumim, aici e linia frontului. От того места, где мы стоим, до фронт-лайн, то есть это линия боезитывания, передовая по-русски, примерно 6, максимум 7 километров, не больше. Это все во время твоего вождения в тебя? Пять раз, да, целились, вот практически последний раз уже, можно сказать, пробило его. Здесь чай готовите, да? Это же штаб. Как бы. Да, соборная это единая.
Вот спальное место. Тут по одному, да, будь ласка, заходьте, Заходите спускайтесь. сюда, пожалуйста, тут у нас это, волонтеры передали, вот нам волонтеры передали все, ну, волонтеры нам передали медикаменты, вот. Мыльно-рыльное вот такое мы тут храним, то, что, вот. Вот посмотрите, пожалуйста, как мы живем. А что означает нацисты? Вот они говорят нацисты. Ну вот это их надо спросить, нацисты. Что я не знаю, что такое нацист. Я знаю, тут украинские трудолюбивые, там гагаузы, молдаване, украинцы. Живем одной семьей. Что они в виду имеют нацисты, я не знаю. Ну, видели тут нацистов? Ну, как с вами тут, как у вас? Ну, вы через блокпост проезжали. Какая разница, на каком языке он разговаривает или какой он национальности? Мы считаем себя украинцами, мы родились в Украине, мы живем в Украине, мы защищаем Украину. Мы защищаем свои семьи, мы защищаем своих близких, родных, свою землю. Это наш дом. Ми всі єдині. Всі єдині, да, нема Так, у нас. ми б'ємося Фашистів нема, заради нацистів одної нема мети. у нас, да, у нас Б'ємося заради заради мета. одної мети, щоб на нашій землі настав мир. По крайней мере, хотя бы, ну, чтобы на нашей земле, а далі вже будемо дивитись, де може. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной Украине и имел право выбора, право голоса. Я не хочу, чтобы Россия пришла сюда, и у моего ребенка не было ни права выбора, ни права голоса, и всю жизнь пробыть в рабстве. Как вот, типа, украинцы начали эту войну? Как мы начали войну против России, если они к нам пришли и сказали, что наш Донбасс? Нет, ну как так? Я вот пытаюсь программы их не смотреть, чтобы понять логику врага. У меня мозги закипают моментально через 15 минут. Поэтому с ними нереально просто. У них промыли мозги. У нас, слава богу, вот 90-е мы свободные люди. А у них вот этот КГБистый аппарат сохранился. У нас за деньгами пошли, свобода появилась, а у них пошли по-другому. Я не хочу, чтобы люди велись на вот эти пропагандистские клише, а открыли свои глаза шире, повернулись, как говорится, не в сторону вот этих вот московских болот, а в сторону Европы, вот, где давным-давно уже в другие времена, и уже люди хотят жить уже в 21 веке, понимаете? Что дала Россия, кроме войны? Что? Кому? Поднимите руки, скажите. Я не вижу этого эффекта. Вот война вашими глазами, и это сюжет, репортаж 24 года, насколько я понимаю. 23-го. 23-го. Да. То есть это практически год спустя, и это линия фронта. Ну, это да. Всегда интересует, вот я когда просматриваю ваши репортажи, меня всегда интересует вопрос, какой война кажется тогда, когда вы внутри этого события? Война Мы все же... ужасна. Что мы для себя, как сказать, так, чтобы не быть, сложная тема, что нам там импонирует? Импонирует. Или что нас там заряжает, это состояние украинцев. Эта война их настолько объединила, настолько пробудила у граждан Украины, пробудила вот эту вот гражданскую позицию, которой у нас нет, у нас ее не существует, к сожалению. У граждан Молдовы? У граждан Молдовы, да. А в Украину мы, когда приезжаем, там эта война убрала вот эти вот дискуссии, которые мы ведем даже здесь сегодня в студии. Для них вот эти темы, они уже не имеют значения, они для себя определились. Потому что мы о них говорим для того, чтобы понять, куда нам, как нам с этим жить. Они с этим определились. И поэтому я когда говорю, что мы когда находимся с украинцами, когда общаемся с ними, нам немножко в этом плане проще. Потому что их позиция очень ясна. Они защищаются. Просто когда началась война, мы находились в Украине уже, и мы почувствовали это на нас, да,
То есть в день начала войны вы находились в Да, Украине? я был в Мариуполе, а Верика в Одессе. В Одессе, да. У вас были командировки? Да, мы были в командировках. Да, и нас застала там война, и мы остались именно поэтому. Обычно что сделали люди? Ну, наверное, обычные люди. Они решили, что надо вернуться домой, к себе, в страну, потому что здесь началась война. Вы приняли другое решение. Мы Почему? не смогли по-другому. Ну, наверное, с этого надо было начинать наш рассказ, вот вступление в эту тему, скажем. Да, скажем, эту тему украинскую, потому что когда 24 февраля, когда мы проснулись от первых взрывов, а именно взрывы нас разбудили в тот день, вот 24 февраля это был день, который нам продемонстрировал, как работает вот эта вот пропаганда, пропаганда в плохом смысле слова в этот раз, как работает ложь, потому что мы видели то несоответствие, которое было во всех средствах массовой информации, по всем телеграм-каналам. Началась просто такая бомбардировка информационная о том, что украинцы сдались, что Украина все. Это в первый день? Первые два дня. Что российская армия уже зашла в Киев, что вот такие информации мы находились. Что Мариуполь все, в Мариуполе уже, а я находился... Находясь на месте, мы смотрели вокруг, мы не видели это и говорили, нет, подождите, этого не происходит. Нас спрашивали, вот, и наши коллеги, это правда? Это правда? Что мы украинцы говорили, сдались, что украинцы уже бегут, что... Мы видим, что люди ведут себя адекватно, спокойно, они стараются как-то держать ситуацию под контролем. Ну, конечно, это страшно, когда бомбардировки, когда атакуют, но мы понимали, что вот именно в этом и состоит наша роль. Если мы там оказались, тогда нам нужно дальше идти, нужно оставаться, нужно самому сначала понять, что происходит, потом рассказывать. Вы принялись делать тот же день какие-то репортажи? Мы с первого Вы делали в Одессе, а вы из Мариуполя? Я в Мариуполе, да, я в Мариуполе, потому что, извини, именно это, потому что Мариуполь это был прям фронт. Потому что бои шли на окраине, то есть совсем на подходе к Мариуполю со стороны России, с восточной стороны города. Мы находились в центре города, мы слышали звуки боев, мы понимали, что происходит, мы общались с людьми, мы видели, самое главное, мы видели, что никто русских там не ждет. Что все готовы противостоять этому вторжению. И нам звонили, мне звонили, Верике звонили, что уезжайте, потому что вот мы знаем, вот уже Мариуполь пал, Мариуполь взят. А я находился в центре Мариуполя, я видел, что еще ездили троллейбусы. Некоторые люди даже переживали, что не могут попасть на работу. Понимаете, я подходил, потому что никто не готовился к тому, и на работу не знаем, что делать, надо и на работу идти вроде бы, и так что мы вот, находясь в разных городах, мы снимали вот в этом периоде, как мы там находились, первые 2 недели мы снимали все. И людей спрашивали, как они это чувствуют, что они думают про это. И вот про то, что говорит пропаганда, именно про то, что вот говорили, что русскоязычных ущемляют, да, и вот поэтому. Сначала же это был мотив, да. Потом они поменялись, на протяжении вот уже 4 лет. Вот мотивы войны меняются каждый раз. И мы поэтому и снимали все, и собрали, когда вернулись после 2 недели, да, после 2. Ну сразу, да, правильно, свой первый фильм. Да. Мы сделали фильм документальный, называется «Украина в огне». И сразу же мы были на фестивале. Не помню сейчас название, нужно документироваться, но мы выиграли главную премию, и вот это нам дало как бы какую-то маленькую финансовую мотивацию, чтобы мы дальше и независимость ездили. Мы могли себе позволить эти деньги, которые мы получили. Потому что мы их потратили, мы подумали, Верика, мы вот сделали фильм, так получилось, это наше профессиональное везение. Что мы делаем теперь дальше, что мы делаем? И мы для себя приняли решение, что нам нужно дальше, если у нас есть эта премия, которую мы получили, мы ее используем
для того, чтобы снимать и показывать. И документировать, в итоге... во-первых, чтобы у нас был архив. Да, чтобы... Потом, Ерпень, это было потом уже? Через год, это да? было... Нет, через это было месяц, тогда же. это в марте. Это было тогда же. Я имею в виду о вашей работе, фильм. Фильм через год вышел, но мы работали в протяжении года. Мы год работали над этим фильмом. Вы знаете, я хочу вернуться к этому репортажу, к видео, которое мы показали, и сами посмотрели, и зрителям нашим показали. Вот вы говорите, украинцы заряжают вас какой-то своей... Заряжали тогда, когда вы с ними виделись там. А вот среди украинцев ведь люди, среди воюющих, правильнее, люди разных национальностей. И нам так показалось, что и гагаузы в том числе Ну были в этом кадре. вот конкретно в этой сцене, которую мы просмотрели, я не знаю, может быть, у нас будет возможность показать еще фрагмент, где гагаузы обращается. Давайте мы этот фрагмент тоже покажем. Подготовим или да, обращается. Там был болгарин Димов. Там был молдаван, его позывной молдаван, вот парень. Был, потому что они все в одном месте служили или вы... Был, да, они так и называются, Бессарабский батальон. Что вы хотите передать людям из Гагаузии, которые ждут русский мир и ждут соединения с Россией? Они все говорят, что видят свое будущее только с Россией. Что вы для них хотите передать? Ну, что им передать? Я им передам. Ну, тогда пускай они едут в Россию. Раз они хотят, пускай едут туда с Россией и идут против нас. И тогда, а если они ждут этот русский мир? Дорогие жители Гагаузии, если вот, допустим, ну, сейчас по-гагаузски скажу. Sesleyin beni kardeşler. Siz isteğiniz Ruski mir size gelsin. İnece siz gitmeniz oraya. O Ruski mir gelsin. Gidin de sahipşe gelin buraya. Siz anlamayınız hani на сегодняшний день biz sizi de Молдавия, да, Гагаузия, да, biz защищать ediyoruz. Bütün Европой. Украина защищать ediyor всех. Но не надо не бояться. Если будем бояться все, они нас всех затопят. Видите, Белоруссию, Молдову сейчас хотят. Все, они все кругом. Они в Польшу пойдут дальше, если мы не остановим. Если Украина, если мы их не остановим, сообща совместно. Я поехал туда, кормить людей, да? Поехали. То есть вот этот репортаж, он сделан в этом Бессарабском батальоне? Да, это буквально именно на линии поэтому фронта. мы там и оказались, потому что вот мы искали земляков. Если есть земляки, если есть там молдаване, если есть. И вот нам порекомендовали Бессарабский батальон. И там оказалось было много гагаузов, болгаринов, и много национальностей. И очень красиво один из них сказал, что мы спросили, вы кем, как себя ощущаете, гагаузом, украинцем? Он говорил, я гагауз, вот мой друг болгар, другой молдаван, но мы же граждане Украины, Украина наша страна, и мы защищаем нашу страну. Это для нас был такой пример хороший, что поэтому мы решили показать этот видео, да, чтобы люди увидели и чтобы брали пример, что это очень важно, когда ты осознаешь, что бывает вот много наций, много этний. Национальности, люди разных национальностей. Да, но все равно нужно понять, что если живешь в одной стране, это твоя страна. И за свою страну надо как-то бороться а не то, что сказать, что мы отдельно от страны. Да, а что-то говорили вам гагаузы, с которыми вы там общались? Гагаузы Украины, о гагаузах Молдовы? Очень ругали гагаузов Украины, гагаузов Молдовы. Да. Ну, именно тех, кто поддерживает Россию в этом смысле. Не могли понять, почему вот это вот отношение, почему вот это вот раболепие перед Москвой, перед... На ваш взгляд, вот почему, чем отличается, на ваш взгляд, гагаузы Украины, гагаузы Молдовы? Почему такое различие в отношении к войне и... Не знаю, если быть полностью, полностью откровенным, я очень откровенен в нашей этой беседе, но имеется в виду, что если бы мы знали этот ответ, возможно, мы бы нашли и решение этой проблемы. Непонятно, почему так одна из проблем, наверное... А вы как-то пытались объяснить? Вот вы граждане Молдовы, внутри которой проживаем мы, гагаузы. Вы знаете, я понимаю, что это как на уровне религии. Это очень часто мы для себя с Верикой уже 4 года идет скоро война. Да. И мы вначале очень часто мы пытались, разговаривая с людьми,
Мы пытались привести какие-то аргументы, попытаться человека в чем-то убедить, что-то ему объяснить, что-то ему рассказать из нашего личного опыта. Как-то мы пытались переубедить кого-либо. И нам стало понятно абсолютно, что это очень неблагодарное занятие и бесполезное. В принципе, это только мы теряем свою энергию и настраиваем еще больше человека. А что делать? У вас есть ответ на этот вопрос? Я думаю, что нужно объединяться единомышленникам. Вот как мы здесь собрались в этой студии разговаривать, общаться. И, возможно, люди послушают наши разговоры, наши аргументы. А вот это вот личное обращение, личное попытаться кого-то убедить, мне кажется, это... Но у меня есть один вопрос именно к вам, Андрей. Вот, а что лично вам кажется, что до сегодняшнего дня, вот уже 4 года будет, как идет война в Украине, нам непонятно об этой войне, вот нам, гражданам Молдовы? Вот что мы не понимаем об этой войне? В большинстве своем люди не понимают. Прежде всего, гражданам Молдовы непонятно, они не понимают, что они находятся абсолютно в том же самом состоянии, в котором сейчас находятся украинцы. И если мы будем продолжать вот так вот слепо верить и отрицать реальность, в которой сегодня живут украинцы, то эта реальность, эта перспектива станет для нас реальностью завтра или послезавтра. Почему? То есть война придет сюда, на эту территорию. Нас придут освобождать. Мы просто, то есть жители Молдовы, потому что пока есть жителей. те, кто ждут какого-то освобождения, непонятно от чего нас нужно освобождать, потому что с той стороны, с востока, нас хотят освободить. И я вот живу в этой прекрасной стране с этими прекрасными людьми, и я не понимаю, зачем русский солдат должен сюда идти и освобождать. Почему его дуло, его танка направлено в мою сторону и приближается сюда? Просто я говорила и раньше, что граждане Молдовы одни из, или некоторые граждане, мы не можем всегда сказать, что вот все люди так думают, или и все граждане, которые придерживаются каких-то... Да, они просто не понимают, как это может все меняться, как то, что у нас сегодня есть, и мир, и спокойствие, и все, может завтра не быть такого, да? Мы можем очень, очень легко потерять это. Мы разные истории, и только секунду договорю, разных людей, разные истории узнали в Украине. У них тоже работала пропаганда сильно до начала этой войны. Именно из-за этого и началось, потому что пропаганда все свои вот эти нарративы пыталась использовать, и были тоже пророссийские партии, организовали протесты, и были все разные. Вот то, что у нас происходило уже после, у них было до начала войны. И встречали истории, встречали людей, которые тоже ждали, что их освободят, и что-то произойдет хорошее в их жизнь. Да? Но то, что мы видели на самом деле, это было только разрушение, разрушенные дома, разрушенные жизни, семьи. И это страшно. Поэтому мы всегда старались доводить до наших информацию, которую мы доводили. Вот смотрите, до чего это может дойти. Цените то, что у вас сегодня есть мир. Цените, что у вас есть сегодня вот эта стабильность. Потому что завтра может не быть ничего этого. Тут даже, мне кажется, ценить — это хорошее слово, безусловно. Но даже ценить уже в этой ситуации не очень подходит. Надо укреплять. Укреплять. Потому что... Вы говорите о том, что вот разные истории... Наверняка есть такие истории или есть такие события, которые никак не выходят из головы. Вы уже не один год, вы и сейчас ездите и снимаете в Украине. Какие-то такие истории, которые не могут просто стереться из вашей памяти, есть? В общем, ни одна не стирается с памяти. Все остается, все там... Мы сейчас слышим новости, и сейчас происходит тоже непростая ситуация на линии соприкосновения, на линии фронта.
и мы слышим села, города, в которых мы бывали. И всегда, когда я слышу там какое-то определенное село, там, например, вот Дробышево, там идут бои, и мы вспоминаем людей, с которыми мы общались, дома, в которые мы еще были, там, или часть домов, где они жили, и мы всегда вспоминаем, и всегда думаем, а что сегодня с этими людьми, Да, какова вот, их например, судьба. Мы были в Светогорск, это Донецкая область. Там, конечно, все разрушено, были бои, было очень страшно. Освободили их. Вот была российская оккупация, после освобождения осталась там, ну, картина очень такая драматичная, да, плачевная. Ни одного Даже не целого можешь дома, представить, ни одного, как живут нет там исключений, ни эти одного. люди. И вот одна женщина рассказывала нам историю вот своей соседки. Она показала, вот дом, практически там только фундамент остался, больше ничего. И мы спросили, что здесь было. Она говорит, ну вот в этот дом попала ракета. Это соседи, вот да. именно в дом. Но история в чем? История говорит, вот эти соседи, они ждали русских. И они вот говорили, ждали не русских. переживайте, сейчас наши будут, Нас сейчас освободят, все будет у нас хорошо, мы будем жить и хорошо. И когда пришла российская армия, вот в их дом попала ракета прямо в дом, и они были в доме, вся семья, и там и остались. Но и вы часто были прямо непосредственно близко к этим, вот тот репортаж, который вы смотрели, вы снимали на линии фронта. Да. Вам бывает страшно за вашу жизнь? Ну, конечно, бывает. Ну, как вы принимаете решение продолжать эту работу? Ну, вот именно, а как эти люди, которые там воюют? То есть мы же понимаем, что эти люди, если бы не они, то война была бы, то есть оккупация была бы и у нас. Они защищают нас. Они защищают нас, да. Они там, мы должны, кто-то должен об этом рассказывать. В конце концов, мы себе выбрали эту профессию. Мы, конечно... понимаем, что это и наш долг. Все-таки не только наша... Вот если у нас будут с телевидения, да, посылать, делать материал хорошо, если нет, нет. Мы сами для себя решили, что для нас, во-первых, это важно, потому что касается и нас. И мы должны донести какую-то... Если мы это можем делать... Потому что мы и раньше вот оказались всегда в разных местах, где что-то происходит, где-то есть опасность. Горячие точки. Горячие точки. Именно поэтому не то, что нам интересно адреналин этот или... Но интересно... Да, но именно в этом, что нужно разобраться, когда что-то случается, что-то происходит, что-то важное, нужно быть там, чтобы понять. Знаете, нам часто задают этот вопрос, и причем задают по-разному, как говорится, у каждого, знаете, как люди. Некоторые говорят, вы что, вы какие-то ненормальные, что вам зачем вам туда ехать и делать материал, да, репортаж. А нас немножко напрягает другой вопрос. Нас напрягает, что почему мы остались единственными, кто это делает, кто едет, кто пытается. Вот это нас скорее, я бы так задал вопрос, почему мы остались, почему больше никто из наших коллег не делает то же самое. Это каждый для себя выбирает. Естественно, но вопрос у меня все равно есть. Я, то есть, никому не предъявляю конкретно, я просто задаю вопрос, почему больше никто этим не занимается. Неужели это... Ну, потому что во второй части нашего выпуска будем говорить еще и о том, какие риски есть вообще у журналиста, не у военного корреспондента, не у тех, кто делает такие репортажи с горячих мест. Но, знаете, чтобы завершить эту часть, я хотела бы задать еще вам вопрос, поскольку у вас, Андрей, в вашем этом послужном списке, назовем его так, есть и отметка, что вы и Нордост, и Майдан в Киеве, и Крым, когда... И в Израиле был, когда в секторе Газа я бывал. Это потому, что это ваша инициатива или как-то судьба заносила в те территории тогда, когда... Это потому, что так судьба распорядилась. Я с 2004 года, хотя когда я ездил на Нордост, я работал в Кишиневе, я работал в новостях. То есть новости это такая, как сказать, такой образ жизни, когда ты работаешь в новостях, что ты как бы находишься часто на пике. И мне так везло, что моя То есть вы поехали сделать материал? профессиональная
карьера проходила через, так скажем, через редакции такие мощные. Мы начинали про ТВ Молдова когда-то. И вот как оператор на Про ТВ Молдова нас тогда делегировала редакция из Бухареста, потому что мы говорим и на русском языке, и поэтому, когда происходили такого масштаба какие-то мероприятия, мы были делегированы со стороны Бухареста для того, чтобы мы делали на Бухарест, ну, естественно, для нашей публики молдавской. И вот так я был в Нордосте, когда случился, мы полетели туда по заданию про ТВ Бухарест. Да, потом также, когда я работал уже в Бухаресте, я ездил и в Газу, и во все вот эти вот горячие точки, про которые вы меня спрашиваете. Это профессия, то есть за свой счет эту работу, которую мы делаем сейчас с Виарикой, мы себе, конечно, могли позволить только вот уже сейчас. Никогда не забудем, наверное, мы с Виарикой того дня, вот 24 февраля, это такой день, когда ты осознаешь, я тогда помню вот эти вот разговоры с собой, мысли с собой, я тогда осознание того, что началась настоящая полномасштабная война для меня. Но никто не верил, что это продлится прям вот столько, сколько сейчас. Мы понимаем, что она никак не закончится. Когда ты видишь по телевизору, это одно, а когда ты находишься в городе, который атакован, а я был в Мариуполе, эти мысли меня посещали в городе Мариуполь, который бомбили русские в тот день. И поэтому я говорю, что разница. Мы оказались в этом, и возможно, на нас это подействовало и по-другому. Может быть, именно это и стало мотивом для того, чтобы... Я сразу и сказала, что мы почувствовали, что это и нас касается. У Виарики есть кадр шикарный, я не знаю, он как шикарный. Он, конечно, не шикарный, но он просто говорящий за себя, потому что когда она ехала в Киев из Одессы, вот в те первые дни, она ехала по абсолютно направлению на Киев. Это была просто пустая дорога, а из Киева к границе это был сплошной. Все люди от войны, вы такое ощущение в войну туда. И она ехала такое чувство, что мы против волны. Она ехала по пустой дороге, я просто, в принципе, я переживал эти моменты. Вот есть фотография Виарики, когда вы опубликовали в соцсетях, вы в Киеве 22 февраля 2024 года. До войны. Вернее, 24 февраля 2022 года. Вот смотрите, вы знаете, почему эту фотографию мы взяли? Вот совершенно спокойная атмосфера, как кажется, да, вот то, что дает эта фотография, и потом невозможно найти в каких-то других ваших фотографиях, которые вы публиковали с мест нахождения событий. Нет вот этого, что видно сейчас. То есть есть какая-то... Мне кажется, что, глядя в ваши глаза здесь, я понимаю, что вы не рассчитывали, и никто не рассчитывал, что эта война продлится вот настолько, и что это вообще очень серьезно. Да, потому что мы тогда еще не то, что не осознавали масштабы происходящего, но мы как-то не могли поверить, что это будет война, вот как была Вторая мировая или другие войны, да, что будут... Ну, по срокам уже подходим к срокам Второй мировой войны. Да. Вы знаете... И поэтому, конечно, было страшно, но в то же время вот 24-го утром нам сказали, мы поехали в Киев, и по дороге сказали, что вот сегодня вечером будут бомбить Киев. И мы сказали, давай поедем посмотрим, даже не верится, как это бомбить Киев. Пошли посмотреть. Вот мы когда оказались там вечером, это было 10 вечера, для меня было очень непонятно Киев, то есть... Пустой город. Для меня это было, во-первых, необычно, потому что другое, пока я привыкала к другому, что видела вот военные машины по дороге, сирены. Да, я пыталась привыкать к этому, но все равно пыталась и все как-то фиксировать и
понимать, что вот что-то происходит, что-то сейчас происходит, и нужно быть очень осознанным, и нужно вот эти свои страхи и все работать над ними, и сначала посмотреть реально на вещи, что происходит, потому что мне страшно, да, но все равно надо как-то действовать. Я же здесь сейчас, я не могу сказать, что мне страшно и спрятаться и сидеть где-то. И оставить журналистскую работу. 24 февраля, 25 февраля, вот эти первые дни, и здесь, в Молдове, люди ходили, они недоумевали, война, началась война, это был какой-то страх, это была какая-то паника, но сейчас люди как будто привыкли к этому, привыкли к тому, что вот рядом там идет война, вот этих острых ощущений нет сегодня. Но это страшно, потому что там сейчас ничего не закончилось, оно все дальше и дальше углубляется, вот все то, что там сейчас происходит. Для вас вот спустя столько лет, 3 года, 3 с лишним года, изменилась ли война в вашем восприятии за это время? В нашем восприятии нет, она не изменилась. Она не может измениться после того, что ты видел. Потому что я понимаю, что сидим здесь, а конкретные люди, которых мы лично знаем, сейчас в данный момент кто-то сейчас на линии фронта, кто-то с оружием в руках, кто-то, возможно, решает вопрос обогреть себя, обогреть. Я очень часто думаю про тетю Катю из Херсона. Это наша, она в детстве уехала в Херсон, она родилась здесь еще в Румынск, когда была Румыния, ее родители, они говорят на румынском языке до сих пор. И вот мы ездили к ним, мы знаем Тоню, я всегда думаю про ее дочь, я думаю про Тониного мужа, который... То есть мысли всегда вот про конкретных людей, что они сейчас там делают. Я когда слышу новость про то, что что-то случилось в Днепре, я вспоминаю людей, которые нас приняли в свой дом и с которыми мы... Но поменялось, вот вы спросили, если что-то поменялось. Не то, что мы привыкли, не то, что можно сказать, что мы привыкли к этой ситуации и уже как-то по-другому уже реагируем, по-другому все воспринимаем. Просто мы уже научились как-то находиться там, да, и бороться со своими страхами, да, постараться вот... Интересно, вы во второй раз говорите бороться со своими страхами. А что вы делаете, чтобы с ними бороться? Хорошо, объясню практически. Когда в начале войны, когда началась война, и мы, например, слышали, что сирена и какие-то там прилеты или это самое, мы, естественно... Искали убежище. Мы искали убежище, причем искали это прямо вот искали там чуть ли не бегом. Ломились найти этот подвал или куда-то укрыться. Сейчас мы понимаем, что смысла нет. Если ты услышал, что началась сирена, спокойно, без паники, собери вещи, подумай, куда ты укроешься, откуда, как говорится, откуда может быть этот прилет, где ты находишься. То есть есть много факторов, которые сейчас мы их понимаем, и мы спокойно занимаемся, так сказать, своей безопасностью. И я в этом мы плане, не лезем туда, где в этом плане знаем, говорю, что мы научились. Там опасно Нет паники. или что-то там происходит. Мы видим конечно. мы видим, как люди реагируют на улице. А люди реагируют как тоже? Вы знаете, люди они так привыкли к этому состоянию, что это даже из беседы с украинцами. Говорят, мы как в спортлото, в принципе, сейчас вот так вот, потому что одна ракета на сколько у нас населения, я просто считаю, что как спортлото. Возможно, в этот раз не я получу этот билет. Неизвестно, да, хочется, чтобы... Да, многие осуждают, да, украинцев и говорят, вот у них война, они себе гуляют они сами на виноваты. улице. Тоже и это тоже одна мысль, но вот еще, сейчас продолжим и про это. Просто есть еще вот эта идея, что у них война, они себе спокойно там в ресторан ходят или не знаю, какие-то фестивали проводят, какие-то мероприятия. Да, мы поняли, что они это делают, потому что вот, как сказал Андрей, вот эта лотерея, да, сегодня у тебя есть все, завтра может ничего не остаться. Ты сегодня потом живешь... человек должен черпать откуда-то какую-то энергию, какие-то силы, то есть жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Они в школу дети ходят. Да, и мы для себя тоже вот как-то не то что
приняли до конца, но стараемся принимать это, что если с тобой что-то случится или должно случиться, ты не можешь этому никак противостоять. Вы очень смелые люди, и я хочу говорить успехов вам, но успехов вам на журналистском поприще там, где нет войны. И пусть эта война над любым человеком, пусть будет мирное небо. Это важно для всех нас. Мы прервемся на небольшую паузу, сообщим для наших зрителей, для тех, кто следит за нашей дискуссией, что говорим мы сегодня о сложном, тяжелом, но о важном, как нам кажется. И говорим с теми людьми, кто делает репортажи с тех мест, где люди высказывают свое мнение. Это протесты и не только. И говорим о войне. Там, где почти никто не бывает из молдавских журналистов. Сегодня 2 журналиста в нашей студии. И, друзья, у нас рубрика «Люди говорят, что?». И 2 замечательных журналиста ответят на наши вопросы, на ваши. Люди говорят, что... Люди говорят, что все журналисты обслуживают чьи-то интересы. Ну, это, конечно, стереотип, во-первых. Мы говорили о свободной журналистике, о том, что существует вот эта свобода, и ты можешь выбирать, и всегда можешь выбирать, или ты делаешь для свою собственную Нет, то, что, да, чтобы быть самим собой быть в гармонии. В гармонии, да, и чтобы у тебя не было вот самим собой вот этих разных конфликтов. И ты был спокоен, что я делаю то, что надо, что вот за мной правда, и пока за мной правда, я не боюсь ничего. Я буду бояться, когда я буду обманывать или буду вот какие-то за кого-то что-то сказать. А пока я делаю все осознанно и для того, чтобы помогать своей работой, тогда я не чувствую вот эту... Мы наоборот, мы считаем, что положительная сторона этой ситуации – это в том, что наше государство выступает против этой войны, наше государство и руководство нашего государства называет агрессию агрессией, называет агрессора агрессором. И если здесь совпадает наша точка зрения с точкой зрения государства, в котором мы живем, нашего государства, я только могу считать, что нам повезло, что мы работаем в таких условиях, когда потому что я себе, опять же, могу очень, очень легко себе представить, как было бы сейчас, если бы у руководства нашей страны были бы другие люди. И я уверен, что я бы выступал публично с теми же самыми идеями, и я понимаю, что тогда бы мне говорили другие вещи. Ну, вам могли бы запретить выезжать. Они бы просто, да, запретили мне выезжать, либо назвали бы меня, не знаю кем, и, возможно, было бы еще более что-то предатель, как минимум. Ну, да. Будем думать, что все, что не делается к лучшему, и наши гражданские позиции пока в этой стране, это мое личное мнение, каждый человек может свою гражданскую позицию свободно высказать. И вопрос как раз, люди говорят, что в Молдове нет свободы слова. А вы что скажете? Это, кстати, мы даже обсуждали, когда ехали сюда, мы говорили, даже не знаю, какое слово использовать, потому что это не парадокс, это какой-то нонсенс, когда мы приезжаем на эти манифестации, которые организовывает ШУАР, вот так называемая наша оппозиция. И люди говорят про диктатуру. Кричат: диктатура, ЖОС, не буду повторять, что они там, не буду повторять их лозунги, они все ЖОС, они то, они все. Никто их сразу не сажает за эти слова. И даже за многие слова, которые какие-то диктаторы говорят. У нас такие очень мягкие, пушистые диктаторы, да. У нас диктатура какая-то. Только на этом примере можно понять, вот в чем состоит вот эта пропаганда, да, и вот эта манипуляция. В том, что ты видишь одно, а тебе говорят другое. Но эти люди верят в то, что нет свободы слова. Им сказали, что ее нет, но они не понимают, когда они на протестах громко кричат и оскорбительно, в том числе и в адрес этого государства, и в адрес различных людей, то это
Это как раз очень много свободы слова, как сказал один из наших гостей в этой студии. Слишком много. Что у нас в Молдове слишком много. Мы тоже иногда не понимаем, потому что я понимаю, что вот эти вот публичные высказывания, да, когда ты говоришь правду, как говорил классик, правду всегда говорить легко и приятно. А когда ты говоришь ложь, заведомую ложь с таким же вдохновением, я считаю, за это нужно наказывать. Пока у нас не наказывают, свобода слова есть, вы будете У нас диктатура, да, у нас диктатура непонятно. Люди говорят, что любая информация в СМИ есть пропаганда. Мы об этом сегодня и говорили, но все-таки озвучим эту мысль. У СМИ, я помню, когда на первом курсе факультета журналистики наше, так сказать, обучение молодых журналистов начиналось с той фразы, что журналистика это формирует общественное мнение. И здесь есть несколько правил. Если тебе дана эта роль формирования общественного мнения, то если она тебе дана, если ты ее заслужил, если ты получил эту привилегию, то ты должен действовать в рамках определенных правил, в рамках определенного закона. Ты не можешь формировать общественное мнение на основе какой-то лжи или каких-то лживых, неправдивых заявлений, потому что таким образом ты создашь просто атмосферу агрессии. В принципе, то, что происходит сейчас здесь, вот в Гагаузии. К сожалению, то, что сделал ШОР у вас в регионе, это демонстрирует... Но ШОР в регионе делал это через ГРТ, собственно говоря, самым массивным образом. Вот ГРТ и нарушила вот этот вот принцип журнализма. То есть это не журналистика, это в данном случае ГРТ, это инструмент пропаганды, вот этой плохой пропаганды, вредной пропаганды, результаты которой мы сейчас расхлебываем все. Знаете, следующий вопрос интересный. Люди говорят, что журналисты из Кишинева освещают только конфликты в автономии. Полагаю, что имеет в виду, что журналисты сюда не приезжают в Гагаузскую автономию, чтобы осветить что-то хорошее, что здесь происходит. Какие-то культурные мероприятия и так далее. Мы иногда помогаем нашим зарубежным коллегам, которые приезжают, и мы в качестве фиксеров их привозим, рассказываем, в качестве переводчика им помогаем. И мы, например, что хорошего вы рассказываете о Гагаузии? Мы, например, привозили, вот я был фиксером для журналистов из Франции, Париматч, сделал большой, если я не ошибаюсь, Париматч, кажется. Ну, да, французское издание очень большое. И мы ездили по селам, показали конеферму, правильно называют. А вы ее показали когда? Потому что сейчас ее уже... Я знаю, что сейчас какие-то большие скандалы. Это 22-й, кажется, был год. Нет, не 3-й. И была еще... Да, все, что сделал ШОР, сделал из кониферы. Башкана была Влах. Я могу путаться, когда это было, но мы показали Гагаузию, мы показали гагаузскую кухню, от которой они остались. Нет, почему? Гагаузия – это прекрасная часть нашей страны, нашей общей республики. То есть это, но вас не любят на протестах. У вас возникает... Ну, а кто нас не любит на протестах? Те люди, которые за 200 лей пришли, продали свой, так сказать, свою гражданскую позицию, которые исполняют заказ чей-то. Нам не нужна любовь этих людей, в принципе. Нам есть кому нас любить. У нас есть другие. Здесь дело не в любви, что нас не любят. Наша работа как бы не про любовь. Не любят. И мы очень ясно делаем дифференцию. Разницу, да, между людьми, оплаченные ШОРом, и гагаузский народ, да, гагаузы, которые... Мы знаем много людей, в том числе и вас, и разных коллег-журналистов, которые делают отличную работу, отличные материалы. Мы знаем талантливых людей, которые занимаются творчеством. Мы знаем истории людей интересные, поэтому мы не можем ставить все в одну
сторону Труала. Мы неоднократно бывали в музее в Авдарме, который показывает... Ваша история и все история очень какая интересно. богатая у гагаузского народа, через что мы прошли вместе с гагаузским народом. Так то, что может нас и объединять. даже гагаузский народ где-то пострадал даже более чем остальная часть. Если говорить о голоде 46-го, если говорить конкретно, да. да. Поэтому нет, мы с Верикой избегаем в наших репортажах, мы избегаем ставить вот это клише на этих людей, которые собирают. Мы их не называем, мы не называем их гагаузами, мы говорим люди Шора, потому что так из оно и Гагаузии. есть. Люди Шора из Гагаузии, потому что существуют люди Шора из Аргеева. Не все же люди из Аргеева поддерживают Шора, нет? Или люди Шора из Кишинева или из других городов. Так Виорика, вот вам сейчас нужно продолжить мысль, которую мы озвучивали чуть раньше, до этой нашей рубрики. Люди говорят, что Украина сама спровоцировала войну. Ну, это, конечно, та же идея, поддерживает эту же идею, что жертва сама виновата, да, если так сказать, то когда один человек или политик, или кто-то позволяет себе такое говорить про жертву, то мы понимаем, что это пропаганда, это пророссийская пропаганда, это агрессивная пропаганда, которая поддерживает такие мысли и распространяет такое. Сказать, что одна страна виновата в том, что ее атакует другая страна. Нет, для нас все очень ясно и коротко. Нам не надо объяснять или доказывать что-то. Нам понятно всегда, что агрессор не прав в любом случае. И все. Вот у нас есть эта красная линия. Одно из этих красных линий, которые говорят, агрессор не прав, он не имеет права нападать на другого человека или на другую страну, территорию. Да, и нельзя это никак оправдывать и находить вот мотив, какой был мотив, какие были вот моменты, которые довели до этого, что случилось. Это также можно сказать про женщину, которую насиловали, да, в дороге. Ну, она сама виновата, потому что она ходила так, она красивая, она была одета как-то, она вела себя как-то. Это же не повод, да, нападать на эту женщину. Также и страну. Поэтому сказала, еще повторю, что для нас все ясно и никак не можем найти оправдание этим действиям. Люди говорят, что не доверяют молдавским СМИ. Какие люди и каким молдавским СМИ? Да, и каким молдавским СМИ. Мы, в принципе, можем отвечать только за себя. У нас, конечно, есть в нашей... А вы слышали недовольство людей, работой с СМИ? Вот вы находитесь в гуще людей очень часто. Ну, смотря какими СМИ. Мы сами иногда смотрим репортажи коллег, и, возможно, в некоторых мы видим какие-то скрытые нарративы. И тоже ставим себе вопрос, а для чего это сделано, а почему так тонко, ведь не каждый человек понимает нюансы. Люди потребляют, они даже иногда не задумываются, что они конкретно смотрят. Просто человек видит телевизору как таковому. Телевизор. А если ты профессионально начинаешь смотреть... Но профессионально могут не все. Ну вот в этом-то и проблема. Поэтому я говорю, что мы можем отвечать только за себя. Мы стараемся в наших репортажах, например, не высказывать свою точку зрения личную. Да, мы, возможно, когда общаемся со своими визави, у которых задаем вопросы, возможно, по нашей интонации, по нашим вопросам, кто-то понимает, что мы про, кто-то понимает, что мы контра. Возможно, на этом уровне могут возникнуть, вообще... Но в материал вы даете мнение, в котором... Мнение мы даем и мнение и тех, и этих. Но все равно это как-то... Нужно задуматься над этим, да, когда люди говорят, что нельзя доверять молдавским СМИ, конечно, над этим нужно задумываться и понять, почему вот это происходит. Может, нужно более обзорно освещать, да, информацию и про всех жителей Республики Молдова. Поэтому
Да, может быть, нужно люди задуматься, чувствуют действительно, эту потому что если люди разницу. не доверяют молдавским СМИ, значит, они доверяют каким-то другим СМИ. А насколько это выгодно стране, у которой есть свои СМИ, но этим СМИ граждане не доверяют, а граждане остаются гражданами Молдовы, и сверхзадача всех нас, всех граждан Молдовы, развивать эту страну и добиваться согласия разных этнических групп, жить в мире и дружбе здесь, на этой территории, в рамках этой страны. Поэтому, если не доверяют молдавским СМИ, значит, доверяют каким-то другим. Ну, потому что... И поэтому мы должны все это... Вы спросили, почему вот не было очень много СМИ, когда происходили протесты в Гагаузии, и почему мы были вот... Много раз мы оказались одни, да, здесь. Потому что вот всегда... Нам было интересно всегда, что происходит на территории Республики Молдова, несмотря на какой регион, какой город, кто там живет. Или... Это все граждане Молдовы, нам интересно. Также мы и в Приднестровье тоже бывали пару раз, но просто там ситуация по-другому. Я вам хочу сказать, что если бы мы сегодня сделали бы с вами опрос, как часто за 30 лет здесь в Гагаузской автономии бывали журналисты из молдавских СМИ, и они освещали какие-то события, то это чаще всего бывали, наверное, только те события, на которых молдавские СМИ были приглашены какими-то политиками нашего региона. Но не потому, что молдавским СМИ было интересно, чем живет Гагаузская автономия. И это такая маленькая правда, которую мы знаем. И я лично считаю, что и по этой причине в том числе есть такие холодные отношения между Камратом и Кишиневым как минимум, между Гагаузской автономией и гражданами другой части нашей страны. Потому что невозможно быть объединенными в рамках одной границы и делать вид, что там какой-то свой статус, они живут какой-то своей жизнью. То есть это одна страна, у страны одни граждане с одними одинаковыми паспортами, проживают жизнь здесь. Но, одно законодательное поле. Одно законодательное поле совершенно. Только у автономии есть какая-то чуть еще другая своя повестка жизни, работы и деятельности. И вот позволю себе маленькую ремарочку. У нас был проект такой, что мы провели несколько дней в Гагаузии. И мы заселились в одну из гостиниц. Не будем делать рекламу, хотя это такая антиреклама, скорее всего. И для нас, например, как для граждан общей страны, уже шла война. Для нас был шок, что в кафе, куда мы зашли напротив этого собрания, напротив, значит, телевизор, там ОРТ. Мы в гостиницу заселяемся, вечером включаем телевизор, там все каналы, там вся российская, у нас уже запрещено официально вот эта вот пропаганда, потому что и мы находимся в Молдове, включаем в гостинице телевизор, и мы видим, что такое ощущение, что я где-то в Калуге или где-то в Воронеже, то есть я вижу Киселева, я понимаю, что тот, кто руководит этим, тот, кто является владельцем этой гостиницы, тот, кто является владельцем того кафе, ведь это идет распоряжение от кого-то конкретно. От одного человека, который... Но если бы вы зашли еще в дома этих людей, вы увидели бы разных наших жителей, вы тоже увидели бы такую картину. И я хочу вам тут сказать, что я считаю, что запретами, собственно говоря, не только в нашей стране, но вот такими запретами, какие были сделаны с каналами, резко и без объяснений, сложно что-то добиться. То есть мне кажется, что в этом вопросе государство упустило те моменты, когда нужно было подготавливать людей к тому, что у нашей страны есть своя повестка жизни, у нас есть свои проблемы. Нам надо углубляться в то, как укрепить наше государство. И только потому, это мое личное мнение, только потому, что государство не занималось этими вопросами на территории всей республики, всей страны. Вот поэтому получилось так, что Гагаузия сегодня отреагировала не сегодня, а тогда, когда были эти запреты, отреагировала на эти запреты как агрессивно, понимаете? У нас отобрали то, что нам нравится, но отбирая одно, нужно давать другое. Человек не может оставаться без информации. А жители Гагаузской автономии не могут смотреть молдавские каналы пока еще даже сегодня, потому что зачастую не понимают, очень многие не понимают румынского языка. Но последние 2 года только сделано, как мне кажется, да, в СМИ есть очень много разных проектов и в YouTube-каналах, и в СМИ на русском языке. Мне кажется, что это то, что должно было быть сделано еще 25 лет назад. Тогда, когда только независимая страна определилась, что мы будем независимой Молдовой жить дальше. И вот если бы это тогда было,
тогда это было бы объяснимо. Вот вы работаете в Украине часто, ведь эти же примеры в Украине, они проходили по-другому. И поэтому к 2022 году Украина была совершенно, как сказать, не то что подготовлена, она сформировалась как единая. Да, вот это правильное слово. Сформировалась как единая общность, которая понимает, что Украина – это Украина. Ну да, но есть какие-то нюансы. Я принимаю. Запреты не работают, как, знаете, как можно включить на зарядку телефон, он начинает заряжаться, а запретами так не работает. Единственное, здесь есть один нюанс, что началась полномасштабная война, а это меняет немножко. Меры должны быть радикальными. Да. И поэтому нельзя позволять в любом случае, хоть и недовольны, я понимаю, что недовольны жители региона о том, что закрыли для них русские каналы, но ты не можешь позволить страна, которая ведет войну, позволять, чтобы ее средства массовой информации доминировали на территории нашей страны. Нужна была определенная, вот вы говорили о руководителях тех предприятий, да, но нужна определенная гражданское, как сказать, позиционирование такое гражданское, чтобы человек ощущал, что я это себе позволить не могу, и поэтому я считаю, что это так, и я объясняю тем людям, которые на этом предприятии работают, и вырабатывается какое-то такое общее понимание того, что нам надо оберегаться от таких вещей. Понимаете, это, конечно, тема другой передачи, но мне кажется, очень актуально говорить, может быть, вы своими репортажами, может быть, мы в этих наших дискуссиях, очень актуально говорить о формировании граждан этой страны. То есть мы граждане не только потому, что у нас есть паспорт, мы граждане этой страны, которые несем в себе какой-то код. И не только национальной своей идентичности, а мы несем какой-то вот код этого гражданства. Вообще об этом, наверное, на уровне государства должны задумываться вообще все структуры. Но мы с наших студий посылаем им идеи, а потом будем приглашать в студии, намекать им на то, что надо пора заняться этой повесткой. И государство, и все мы вместе, и каждый по отдельности должен как-то себе вот это... как-то работать над этим, да? Не всегда сказать, что только государство в этом ответственно, и только оно должно. Мы вместе, и каждый взятый отдельно должен как-то принять какую-то позицию, понимать, что происходит, хотя бы стараться понять, хотя бы стараться спросить или найти ответы на какие-то вопросы, какие-то непонятные, да? Чтобы всем вместе, да, вот дойти до какого-то решения, дойти до какого-то общему знаменателю. Вы знаете, мы сегодня много говорили о журналистике, о работе журналистов, и мы хотели бы показать вам, вот вывести на экран вот такую вот статистику. К сожалению, согласно ежегодному отчету Европейской комиссии, в Молдове зарегистрировано большое количество агрессии против прессы. В 2022 году это 56 случаев, в 2023 – 43 случая, в 2024 – 66 случаев. То есть это очень много, и, к сожалению, мы видим, что возрастает это количество таких вот действий против журналистов. И наверное, это тоже одна из очень больших проблем, и об этом говорили неоднократно и вы, наверное, на себе это ощущали неоднократно, и мы знаем, что это было так. И вот что предпринято, да, у нас есть видео, давайте посмотрим. Давайте. И просто поразмышляем об этой видео, агрессии. Да, вы в этом видео. Подошла журналистка и захотела взять интервью. В тот момент я как раз выпивала воду, и она мне задала вопрос. Я повернулась и не захотя, у меня просто так получилось, что я ей плеснула в лицо. И прошу извинить, если что, не так я... Это было машинально, это не было умышленно. Да, фарт формоз. Да. Едукація максимум.
Вы знаете, Виорика, меня вот, когда я смотрела эту историю, конечно, крайне неприятно видеть такое. Мы говорим сейчас о поведении человека. И даже, собственно говоря, не просто потому, что это по отношению к журналисту, вот просто поведение человека. То есть, если это еще возможно, то мы же вроде как в цивилизованном мире живем, и вроде как поведение в обществе таких людей, солидная женщина. Как такое возможно? Но меня больше всего, когда я увидела этот сюжет, меня поразил ваш ответ. Вот такой вот спокойно, мерно. Аша. Да, так вот, да. У меня возникает вопрос, вы понимаете, я всегда, когда слышу ваше общение с протестующими, очевидно, что очень агрессирует, это очевидно. И очевидно ваше такое вот очень степенное, внутренняя такая вот, я не знаю, я не могу это описать, вот какая такая терпимость внутренняя, такая степенность позволяет, да, не выходить за ту линию, которую не должен все-таки журналист выходить. Как вы это в себе воспитываете? Это со временем, конечно, это долгая работа над собой. Без этого никак не можешь выйти, и работать с людьми. Если ты сам не можешь держать себя в руки, ты не можешь попросить об этом человека, да, чтобы он вел себя нормально. Но ты очень хорошо заметила, что именно это про поведение, да, потому что люди проявляют себя, и каждый по-своему. И именно они говорят, что, многие говорят, что я их провоцирую. Вот в этом и состоит это поведение, потому что люди чувствуют себя провоцированными разными вопросами, и они начинают вести себя, проявлять себя как-то. Я очень много задумалась над поведением людьми и понимаю, что именно в такой обстановке и в таких моментах они показывают себя во всю красоту, да. И это не про меня или это про то, как человек ведет себя в каких-то ситуациях, в которых он чувствует себя провоцированным, можно сказать. И вы знаете, лидеры, которые собирают этих людей, они их вытаскивают из правового поля, понимаете? Да? Потому что эта женщина, я уверен на 100%, что она была перед этим мероприятием, их проинструктировали, им сказали не общаться. То есть я помню когда это было, они получили... Как человек это понимает? Она ошиблась. Она поняла, когда ее остановила полиция, когда ей объяснили, что то, что она сделала, это нарушение закона. И она, конечно, была в шоке. И это не первый, это не единственный случай, потому что мы стараемся не проходить мимо таких случаев, мы их фиксируем, мы обращаемся в полицию. Кстати, это важно, что вы не проходите мимо таких случаев. Нет, потому мы что обращаемся в полицию. Да. Вспоминается история, которая была в Камрате, когда вы написали, по-моему, жалобу на 2 женщин, которые тоже вели себя агрессивно. Назовем это, агрессивно. Да. Нет, конечно, в полиции никто, как говорится, не пострадал, потому что когда мы в полиции с ними встречаемся, как и с этой женщиной, она когда осознает, что она сделала, и когда говорит: простите меня, пожалуйста, извините, я это самое, естественно, мы их прощаем, мы понимаем, что... Это случай последний был, когда человек, который 2 года назад угрожал вам, и вы тоже свою жалобу отозвали в полиции. Всегда отозвала, во всех случаях отозвала все свои жалобы. А почему вы делаете первый шаг? Объясните, пожалуйста, чтобы люди понимали, почему вы делаете первый шаг? Вы все-таки обращаетесь в полицию. Потому что был нарушен закон. Мне всегда хочется объяснять людям, чтобы они понимали, что если я обращаюсь в полицию, если они вели как-то себя неправильно, нужно, чтобы знать, что существует закон, и ты не можешь позволить себе вести так, да? Но в том числе я никогда не старалась как-то, чтобы эти люди платили штраф или чтобы им наказывать, наоборот. Когда проходим до такого момента, что человек должен платить штраф, я всегда отзываю, да, я говорю, это не было моей целью, чтобы этот человек заплатил или ему, чтобы было плохо. Только моя цель, чтобы он понял, что нельзя так себя вести и с прессой, и вообще ни с кем так нельзя вести, и что закон работает,
Мы так и проверяем, если работает или Вероника, не простите, работает. одновременно и смешно стало. То есть теперь эта женщина, которую мы только что показали, она теперь после этого случая, ну, вы говорите, нарушила закон, она теперь точно знает, что плеваться водой, выплескивать воду из своего рта на другого человека нельзя. Но ни в одном законе это не прописано, что это нельзя. То есть действуют обычные правила нормального человека и его поведения в нормальном обществе. Ну, я думаю, она сама себя наказала, в принципе. Но здесь да. прозвучала мысль, вы сказали о том, что людей подогревают, Да. поэтому Да. люди себя так ведут. Вот у нас есть один случай, который прямо-таки показывает, как людей подогревают. Это случай произошел в Гагаузии на одном из съездов, куда собрались депутаты. И вот давайте посмотрим это видео. Это как раз-таки демонстрирует, что человек иногда делает какие-то вещи, потому что их подогревают быть такими, так резко высказываться, выступать, делать какие-то действия, которые им не характерны. Да. Я хочу также отметить с большим негативом присутствующий здесь, но кто, который Илья Святович сказал, ЛАВ-МД, которая сегодня тоже в Гагаузии базируется, и есть еще, не буду называть, возглавляемые социальные сети, которые работают, выходцы из Гагаузии и работают против Гагаузии. Это заказные, оплачиваемые средства массовой информации. Они сегодня, выходцы из Гагаузии, работают против гагаузского народа. Их в народе называют предателями гагаузского народа. Поэтому спасибо. Я хочу... Вспомнил, как у нас в армии, когда презирали старшину, там призывал один из ведущих, который идет во главе колонны, и говорит, а теперь сейчас хочу вас призвать, значит, выразить всеобщее презрение тем нашим гагаузским доморощенным средствам массовой информации, которые работают против Гагаузии, коротким гулом зала. Всеобщее презрение. И вот здесь вот зал подхватывает. Вот это пример того, как действует то, о чем мы чуть выше с вами говорили. Да, так и эти люди очень часто, мы когда приезжали, нам даже иногда становилось смешно, потому что они вроде бы серьезные люди, собрались тут что-то обсуждать, какие-то политические вещи. Да, про Бориса Новака, который предложил всем, как тогда, когда кто... То вы понимаете, смотришь на это и думаешь... Я хотел сказать просто, что когда они на сцене выступают с этими микрофонами и кричат там «жёс-жёс», а потом говорят вот это рыжая и вот этот бородатый, вот они вот сюда пришли, и мы не можем понять цель вот этого. То есть мы понимаем цель, мы не понимаем логику их действий. То есть зачем они это делают? Ведь они сами себя, чтобы нас там не было, и чтобы они могли информацию вот про протест мешающих обстоятельств по-другому. должно быть. Скажите, у вас не возникала идея в связи с этими сложностями, которые есть в вашей профессии и здесь, и тогда, когда вы ее делаете в Украине, не возникала идея вот все бросить и уйти, заняться другим делом? Да, очень много раз была такая мысль, но это только на секунду. Да? Да, потому что всегда после этой мысли приходит другая мысль про то, что мы пережили и в Украине, и про то, что мы там видели, про то, что там происходит. И поэтому мы понимаем, что это часть этой гибридной войны, в которой мы участвуем, да, и фильм, Нет, который... мы не можем просто так сдаться. Просто так опускать руки и сказать... это наша жизнь, это наша страна, это наша судьба. Скажите, это все вас меняет? Вот ваша работа, все то, что вы видите, изменило вас изнутри? Каждого человека, я думаю, как началась война, у каждого человека произошло какое-то изменение. Он что-то изменил в себе, в своих мыслях. Согласна, и даже у тех, кто не был на той войне, да. но следит каждый день, да. И эмпатия, она нормального человека не покидает. Да, это не может не менять тебя или в одну, или в другую сторону. Все события в общем меняют. Мы, например, никогда... До войны у меня не возникало такого желания быть настолько активным. То есть я предпочитал
немножко более комфортной для себя жизни. Да, я больше интересовался искусством, культурой, то есть мне это импонировало больше. Я всегда, когда работал в телевидении, меня тяготило в редакцию литературы и арта, искусства. Да. То есть вот это мне нравилось. То есть какие-то интересные вещи, которые я считал, что они красивые и должны присутствовать. Но при этом до войны должен сказать, что мы работали над проектом, связанный с Приднестровьем. И поэтому нельзя сказать, что мы не были в этом как-то... Но становиться военными корреспондентами мы не планировали. Вы не планировали. Но все равно нам это помогло. Только секунду. Нам это очень помогло. Вот эти все experience, да, опыт, да, весь этот опыт сталкивания вот с этими вооруженными людьми, с этими постами, с проблемами, с которыми сталкиваются люди из так называемого Приднестровья. Так вот это нам помогло вырасти. И мы понимаем, что все, что с нами происходит, это для нас уроки. Это нам помогает быть более опытными, понимать, что нам хочется делать больше всего. И относиться серьезно к этому. Да. Вы знаете, вот в завершении этого выпуска мы очень хотим показать и хотя бы первые 2 минуты вашей работы, которую вы назвали «Солдаты гибридной войны». Если вы нам скажете, почему вы так назвали эту свою работу, то мы запустим и начнем просмотр. Сначала ответить на вопрос. Да, вы назвали? Интересно, «Солдаты гибридной войны». Сначала был вопрос, да, была информация, то есть, что вот эти люди Шора получают деньги из банка, который принадлежит Министерству обороны России. Такие есть. Да, и тогда мы вот для себя решили, что вот если человек получает деньги из Министерства обороны, это не означает, что он работает для Министерства обороны России. Если кто-то тебе платит за какую-то работу, то это ты должен что-то отдать для него взамен. Делать, да. Но в Гагаузии вам сразу скажут, что если кто-то получает европейские деньги, означает ли это, что они работают на Европу? Во-первых, Европа ни с кем не воюет и никого не оккупирует никакие чужие территории. Даже не можем сравнить. То, что происходит взаимопомощь вокруг нас в Гагаузии построена. Мы сюда приехали по дороге, которая построена на деньги Евросоюза. И прекрасная дорога. Раньше мы сюда ехали, ломали машины. То есть после поездки на юг и возвращения в Кишинев нужно было идти в автосервис. Сейчас мы едем по прекрасной дороге, но это тоже финансирование. Это финансирование на деньги Шоры. Вот здесь предлагают смотреть тоже как на помощь. И потом, кто такой Шор? Почему какой-то Шор должен финансировать, почему эти каналы должны использоваться? Существуют официальные каналы, которые... Это нормальное финансирование. Вы имеете в виду, если государство помогает нормальная практика. Мы все так живем. Мы живем в одном общем мире. А мы же говорим о другом. Не надо прятаться за... То есть они пытаются нас поймать в этот момент. Мы тоже финансируем. Вот у вас тоже есть, и у нас тоже есть финансирование. Ты бандит осужденный, ты в бегах. Ты украл отсюда колоссальное количество денег, и ты сейчас эти деньги используешь против граждан. Я гражданин этой страны. Делятся, говорят. Делятся. Это ненормально. Украл, но дал это нам, что? Взял эта формула банк, очень не работает. Да, украл, но отдал, да. Украл, но отдает. Да. Вы знаете, это тоже менталитет наших людей, с этим нужно что-то делать, и мы очень рассчитываем на то, что эти дискуссии помогают людям расставить акценты и понять. Я возвращаюсь к мысли, что «Солдаты гибридной войны» — это было название, вы объяснили, почему. Давайте теперь посмотрим эти 2 минуты. «Солдаты гибридной войны», материал, подготовленный вами. В Гагаузии кто-то угрожает? Майя Санду. Потому что Россия нам помогает. Потому что вас ненавидим. Это ревность. Это чисто человеческая ревность. Голову отверну любому. За Россию, потому что они разговаривали постоянно на русском языке. Мы православные, и нечего нас хаять. Это не означает, что вы работаете на Министерство обороны России и вам платят за это? Я бы с удовольствием работал бы на оборону России. Боремся до конца? Подойдите поближе. Сейчас будет сенсация. Это я вам обещаю.
De fapt, ceea ce urmează să vedeți se poate transforma în cea mai serioasă problemă a independenței Republicii Moldova. Atenție! Pe teritoriul țării noastre există peste 140.000 de persoane plătite de către Ministerul Apărării din Rusia. Aici deja nu mai vorbim doar despre fraudă electorală interzisă prin lege, ci despre adevărați soldați ruși care poartă un război hibrid cu moldovenii și cu autoritățile statului. Победа! Спасибо, дорогие друзья! Спасибо, уважаемые коллеги! Чем больше вы будете давить на нас, тем больше здесь будет людей. Все это должны прекрасно понимать, потому что мы гагаузский народ. Мы мирный народ. Мы не стремимся сделать что-то плохое. Мы хотим отстоять то, за что borолись наши родители. Мы хотим потерять свою родину. Нам есть где жить еще. Это наш дом, и мы должны и обязаны его отстоять. Oamenii lui Șor din Găgăuzia se plâng continuu că Republica Moldova ar fi reprezentat un adevărat pericol pentru ei, deși unitatea teritorială autonomă Găgăuză este parte a Republicii Moldova. И вы знаете, солдаты гибридной войны, вы говорите, а вот самые яркие персоны, которые были здесь с микрофоном в руках, которые делали какие-то призывы, обращались к людям, вот они уже сбежали из этой страны. Во всяком случае, их здесь нет, мы их не видим. Но они насадили мысль, что Молдова – враг Гагаузии. Несмотря на то, что Гагаузия – составная часть этой страны, но вот эту мысль насадили тем людям, которые выходили на эти митинги, внушили. Их нет, как говорит Екатерина Федоровна, но эти мысли остались, они живы, и люди с этими мыслями остались жить, продолжают жить, а эти мысли разделяют наше общество. Разделяй и властвуй. Нам нужно объединиться. Вот что нам И нужно это сделать. самый горячий, самый правильный вопрос, мне кажется, в жизни должен быть нашей страны сейчас. Потому что когда рядом с нами война, когда внутри есть вот такие расколы внутри страны, то есть нужна какая-то созидательная тема, которая поможет нам всем, гражданам этой страны, понять, повторюсь, что мы граждане не потому, что у нас одинаковые паспорта, а мы граждане, потому что у нас внутреннее должно быть какое-то полное осознание и понимание того, что Молдова – это мир, покой, людей разных национальностей здесь проживающих, и что мы хотим здесь жить, вот те, которые хотят здесь жить. Вот, к примеру, я никуда не уезжала и не хочу. Я знаю очень много таких людей, которые хотят жить в этой стране. Мы с Леной Федоровной часто делимся своими впечатлениями, где-то бываем в стране. Ну, какая красивая у нас Молдова, ну, какие у нас замечательные люди, ну, столько у нас прекрасного. Господь нам дал, ну, благороднейшую землю, плодороднейшую. Но как мы не можем это ценить? Ведь самый главный капитал у любого государства – это люди, а потом полезные ископаемые, правильно? И еще просто... И мы не можем этим распоряжаться, вот этим капиталом. Хочу высказать свою личную мысль по этому поводу. И мы, в принципе, живем очень хорошо. Население этой страны, этой земли никогда не жило в достатке, в каком мы живем сегодня. У нас никогда не было столько, сколько есть у нас сейчас. У нас никогда не было столько. У нас сейчас мы живем очень хорошо. Но люди говорят другое. Они говорят о том, что все плохо, мы никогда не жили так плохо, как живем сейчас. Вы своими мыслями отрываетесь от людей, сказали бы вам люди, потому что люди говорят, так плохо, да, правильно сказала Лена Федоровна? Ну, потому что им внушили, что так плохо. А если посмотреть реально на вещи, вот я думаю, что именно этот момент, когда вот закончилась эта история Шора, да, я думаю, что закончилась. Может, она продолжится, не знаю, но если главные вот эти актеры, как называются, они сбежали, и они... Но можно и на расстоянии работать, и удачно здесь баламутить. Тоньше работать, как вы сегодня говорили, тоньше. Да, так для этого нужно вот нам понять этот момент и действовать именно в этот момент, да, и понять, что нужно помогать людям, вот которым они в голову внушили разные идеи, разные вот эти, и показывать и доказать, вот это не так, это по-другому. Иметь терпение и работать дальше, и глубже. И завершить мы этот выпуск. Мы подготовили 2 вопроса для вас, ну, по одному каждому, понятное дело. И мы очень хотели бы, чтобы вы очень коротко дали ответ на эти вопросы. Начнем с Андрея. Андрей, вы операторы, об этом сегодня много говорили. Если бы один ваш кадр остался в истории,
о каком кадре вы хотели бы говорить? Что это было бы? Ну, это, я думал, это простой, но это непростой вопрос. Кадр, который остался бы в истории. К счастью для меня, не получается ответить коротко. У меня есть такие кадры, которые остались в истории, которые вошли в историю. Я был свидетелем таких мероприятий. Не знаю, я бы, наверное, хотел все-таки повторить то, что я в 2007 году снимал в Румынии. Я снимал тот день, когда Румыния стала частью Евросоюза и стала частью этой семьи. Я бы очень хотел снимать тот день, когда Республика Молдова станет частью цивилизованного мира и оторвется от этого имперского наследия, которое нас преследует последние уже более 200 лет. Спасибо. Да, спасибо. И, Верика, к вам вопрос. Если у вас была сегодня возможность обратиться к зрителям в Украине, в целом в Молдове, в Гагаузии, что бы вы им сейчас сказали? Ну, во-первых, я бы не разделила Молдову и Гагаузию, я бы не говорила бы про мы, они, я бы поговорила вот про нас всех вместе, потому что это главная идея, чтобы мы поняли, как важно быть все вместе и быть на одной волне. Таким образом только мы можем стать сильнее, и нас не будет касаться ни пропаганда, ни разные вот эти люди, которые занимаются манипуляцией. Это единственный способ, чтобы мы объединились между нами. Так я думаю. А Украине, конечно, во-первых, сказать спасибо за то, что они держат оборону, и пока мы не чувствуем вот эту войну так сильно, как они там чувствуют все. И, конечно, чтобы им дальше держаться и устоять, и быть на своей позиции так, как были до сих пор. Да, дай Бог силы всем тем, кто защищает Украину, защищает весь мир, собственно говоря. Спасибо вам большое за интересную дискуссию. Спасибо, во-первых, что вы из своего графика нашли то время и приехали к нам. Спасибо, что вы нас пригласили. И мы понимаем, действительно, мы когда с Леной Федоровной приняли решение пригласить вас в нашу студию, мы очень хотели бы этой дискуссии. Почему? Потому что очень важно говорить о человечном и о важном. Война – это не шутка. Война – это не просто слово. Война – это тотальное разрушение, и мы стали очевидцами этих картин, этих видеокадров. И дай Бог, чтобы это побыстрее закончилось. И что-то должно быть. Люди должны объединиться вокруг мирных дел, пока мир над головой. Спасибо, да. Во-первых, спасибо вам за то, что вы дали нам возможность высказать что-то личное. Это тоже многое значит. И надеюсь, возможно, и те люди, которые встречали нас здесь на протестах и имели какое-то впечатление или какое-то мнение о нас, возможно, они изменили что-то. Может быть, наша беседа немножко поможет им определиться. Может, не изменится, но может поменять, не то, что поменяют, но подумают над какими-то моментами. А вот это главный глагол. Все, что мы делаем здесь, в этой студии, мы хотим думать здесь для того, чтобы те люди, которые смотрят нас, чтобы тоже провоцировать всех, размышлять. Размышлять, потому что только так могут появиться единомышленники. И мы уверены, что Молдова нуждается в единомышленниках. Тех, которые будут промоуировать главное и нужное для нашей страны – сплоченная жизнь людей разных национальностей. Друзья, вот такая почти патриотическая нотка в конце, но так сегодня чувствуется, во всяком случае, мне такой, кажется, атмосфера с этими людьми в нашей студии. Спасибо вам еще раз. И мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, говорим спасибо. Предлагаем подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, друзья. Это помогает продвигать наш проект. И потом это помогает расширять аудиторию единомышленников. Но уже не повторяем, для чего нужны Молдове единомышленники. Мы вместе, и мы сильны. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.